Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Сегодня «Арена событий» в гостях у заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Акимова. Александр Константинович, здравствуйте. И давайте начнем с первого вопроса. Как продвигается работа над законопроектом о развитии арктической зоны Российской Федерации? Я хочу сказать, что это началось, в принципе, когда Валентина Ивановна Матвиенко приезжала в прошлом году в Якутию. Вот там было совместное заседание президиума экспертного совета по Арктике. Ну и она вела, и она дала какой-то определенный импульс о том, что надо продвигать закон. А потом, это хронология я как бы рассказываю, потом совместное заседание было госкомиссии. Это было 20 ноября. Да, 20 ноября, вот совершенно вы правы. И я считаю, это тоже дал определенный толчок, потому что до этого были колебания и так далее. Конечно, это закон он нужен, я думаю, как воздух. Я считаю, что работа идет нормально. Уже концепция закона есть. Мы обсуждали концепцию закона на заседании Совета и структуру уже будущего закона. Потому что это все понимают, что для такой огромной территории, разнообразной по природно-климатическим условиям, биопараметрам и так далее, что нужен отдельный закон, это особый субъект управления и государственного управления, понимаете? Есть понятие даже государственный протекционизм. Если мы даже посмотрим или изучим опыт других зарубежных стран, начиная от Канады, Аляски, да, или другие, вот у них есть везде, есть свои министерства, есть определенные законы, совершенно другие подходы. Это вот мы изучали. Я даже по своей научной деятельности этим вопросом раньше занимался. У меня был учитель, известный северовед. Это я когда наукой занимался, агронат Григорий Абрамович, такой известный профессор. И вот он говорил, когда я тогда молодой аспирант, он все время мне говорил: пойми одно, говорит, Александр, о том, что Арктика без государственного протекционизма не может развиваться. Одно время же Арктику оставили, крайний север оставили, ну такая вот, государство ушло как бы. И к чему это привело-то сегодня? Все понимают, что вся инфраструктура разрушена, да? Ну, если не разрушена, то все это приостановлено, вот, мхом покрылось, понимаете, вот, это 20 лет практически мы потеряли, вот. А это уже заново восстанавливать, вы совершенно правы, это нужны огромные средства, вот, где их брать? Александр Константинович, недавно проходил круглый стол на тему обеспечения авиасообщения в северных районах Российской Федерации. Что написано в итоговом документе круглого стола? Это из той же прозы или из той же поэмы, вот это по Арктике. Видите, в свое время разрушили тоже авиацию, малые авиации, так называемые, да, вот эти летали у нас во всех населенных пунктах, были небольшие, но аэропорты, были аэродромы, правильно? И тогда вообще сильнейшая была полярная авиация, так называемая. В Якутии вообще гремело у нас. Авиаэскадрильи были, вертолетные были, очень сильные. А куда они делись-то? Вот за эти 20 лет тоже все разрушили. Мы обсуждали эту проблематику, как все-таки восстановить, возродить малую авиацию сегодня. Рекомендации уже написаны. Вот, достаточно жесткий разговор был. Вот, надо уже выпускать. Я Рогозина тоже задавал вопросы, мы с ним общались на эту тему. Но уже сегодня есть понятие о том, что надо делать
свои самолеты. То есть есть понимание в этом? Да, я хочу сказать, что уже есть понимание, есть комиссия. Вот вы правильно здесь сказали, понимаете, уже к Арктике уже возвращается, уже и Путин дал определенные указания, уже это как бы приоритет сегодня. И уже, если раньше вообще восприятия не было, когда начинаешь по Арктике, там, по северу, во многих федеральных министерствах уже есть понятие, есть, понимаешь, что это приоритетность, за это спросят. На круглом столе желающих столько было, много. Вот я 2 круглых стола провел. И по Северно-морскому пути я проводил. Вот. Понимаете, сегодня востребовано, есть специалисты, есть научно-исследовательские. Не дай бог вот этот. Мы, если опоздаем... Роль Северного морского пути может существенно возрасти. Это как Трансип, это сегодня и кросс-полярные авиалинии, это сегодня вообще очень выгодно. 2 раза короче, это все понимают. И я думаю, что сегодня уже объемы возросли. Почти 2-3 раза возросли. В принципе, да, уже возросли. Недавно в Мурманске тоже вот заседание, выездное заседание совета вот Рогозин проводил, что будут базовые центры, 8 центров, в том числе и ТИКС у нас будет. Вот. Это огромная работа уже сегодня идет. То есть эти такие логистические центры, да, там и, во-первых, и воздушные, и речные, и морские, и военные. Александр Константинович, а какие еще вопросы развития арктической зоны стоят на повестке дня в Комитете Совета Федерации? Вопрос Арктики надо всегда рассматривать очень комплексно, потому что вы правы, с экономической точки зрения не только освоение вот шельфового месторождения, да, сегодня огромные запасы, там нефть, там газ и так далее, почти 70% вот эти углеводородов добывается как раз в арктической территории. Начинается мало. С точки зрения экологии это вопрос, я считаю, для Арктики это важный вопрос, потому что вы сами прекрасно знаете, что арктическая территория, природа легко ранимая и трудно восстанавливаемая. И мы должны вот это для планеты Земля и в целом для экологии, все это для будущего поколения, это надо сохранять, надо с умом подходить. Здесь, конечно, сейчас не как раньше экстенсивным путем надо идти. Я считаю, что нужны совершенно другие технологии. Уже в мире это понимает. Не как раньше, там народ завез, да, там целые поселки, это все. Не надо таким путем уже идти, надо такие ресурсы сберегающие, такие новые технологии надо, конечно, использовать с точки зрения экологии. Теперь надо, чтобы народ оттуда не уезжал уже. Да, народ, надо очень здесь подходить очень серьезно и с учетом опыта даже вот тех лет советского периода, когда стимулировали очень хорошо. Я думаю, что это вполне реально, вполне возможно. И мы знаем, в принципе, как это можно сделать. И надо сохранить тот потенциал тех людей, которые вот, здесь родились, да, выросло 2-е, 3-е поколение уже. Их надо беречь надо. Вот у нас же Мирно, в Нерюнгере, Алда, промышленных районах сохранили же. Но, к сожалению, все равно отток был. Но, тем не менее, да, это вот уникальный опыт, например, Якутии, других регионов тоже, вот, Ямал, Тюмень и так далее. Да. Раньше же не было там промышленности, а видите, сегодня у нас в Якутии идет, вот, скажем, уже развитие нефтегазовой промышленности, правильно, очень сильно идет. Александр Константинович, не могли бы вы прокомментировать ситуацию с дальневосточным гектаром? Людям объяснять надо, вот это просто вот
люди много не знают это. И, конечно, когда не знают, это земля, это же основное богатство, это любого государства. Тем более такой богатой республики, как Якутия, где ни копни, то золото, то алмаз, это, понимаете, наоборот, это люди болеют, это, наоборот, это очень хорошо, вот, люди, оказывается, не только оказывается, они, понимаете, вот, неравнодушны к этому, вот. Вообще, я думаю, я бы все бы заморозил это для будущего поколения. Куда мы спешим, правильно? Это все раздавать, все добывать. Помните, у Наума Коржавина есть такие слова, что патриотизм – это любовь, а не способ самоутверждения. Любовь к своей земле, это любовь к своей матери, родителям, любовь к своей родине. Это вы правы, это любовь именно самой большой буквы. Понимаете? Да. Это не везде об этом надо кричать, это уже с детства воспитывает. Вот я потому думаю, что это нормальное явление. Это, я думаю, что золотую середину мы всегда найдем. Я уверен в этом. Вот я просто свидетель пикировки, можно сказать, даже вашей, да, с Ольгой Голодец на правительственном часе. Да. Когда вы сказали, что есть регионы, где этот показатель средней продолжительности жизни сокращается, это в первую очередь касается отдаленных северных и арктических регионов. Одна из причин в том, что второй год подряд там закрываются участковые больницы. Я вот, Ольга Голодец задавала этот вопрос, и не чисто там ради политиканства, да, я потому что знал, и вот ездил по районам, по улусам, вижу, закрываю, и мне народ-то жалуется, что вы делаете, Александр Ильич, вы говорите одно, делаете. Но одно скажу, я вначале говорил, все-таки в голосе республики прислушивается. Все-таки Москва прислушивается. Я не скажу, вот я раньше, может быть, другого мне, но когда там сам крутишь, я вижу, определенное есть изменения. Вот Егор Афанасьевич правильно сказал о том, что прислушивается. Вот. Александр Константинович, спасибо за беседу и успехов вам в ваших делах.